И сегодня у нас третий урок по книге 2 класса. Давайте начнем. Вот, собственно говоря, наша книга «Қазақ тілі балапан екінші сынып оқулық», то есть рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан. Итак, поехали. Мы уже дошли до третьего урока, как вы видите. Итак, сегодня мы узнаем, сколько вам лет. Ответим на вопросы и будем задавать эти самые вопросы. Как обычно, у нас главные героини 4 ребенка. Итак, первый вопрос. Тут, как вы видите, синим и жирным отмечено специально, чтобы вы обратили на это внимание. Как обычно, сабак переводится как урок, сабак. Итак, сен нишидесен, то есть сен это у нас ты, нишидесен. Как мы тут видим, сен нишидесен, это наша тема. Тут у нас синим отмечены де, да, де. То есть именно хотим показать то, что от того, какая у нас до, да, де идет буква, зависит, будет у вас да или де. То есть она в казахском языке как бы делится буквой на мягкие и твердые, наверное. Жуан женежничке, то есть алты, о у нас считается как грубое звучание, поэтому будет а. Мягкое звучание, поэтому будет е. То есть сен, алты, да, сын. И тут вот это сын посередине, то, что или тоже зависит от того, какая у вас впереди идет буква. Все зависит от самого корня слова. От самого корня слова. Нишидесен, тут у нас оба гласных е мягкий по звучанию, поэтому у нас будет де, и тут уже обязательно в конце мягкий знак. Ой, извиняюсь. То есть это есть просто н, есть у нас тут просто н. У нас вот, собственно, сама вот первая н, нишидесен. То есть отличие в том, что у нас есть такой вот хвостик. И считается, что, чтобы вам было легче понять, хотя это не очень правильно, как сказать, орфографически, можно сказать, что это более грубая форма «н». Это «н», а это То есть с нее слова не начинаются, в основном заканчиваются или в середине есть. Вот, например, тында, тындалым, тындалым. Итак, сен нишидесен, сколько тебе? То есть сен нишидесен, сколько тебе лет подразумевается обязательно. Сен алтыдасың. Вот когда заканчивается вот этим сын, мягким, ой, боже мой, почему мягким? Твердой буквой, и вот этим именно сын, сен алтыдасың, сен жетідесің. Это как бы считается указательно-повелевательный тон. То есть я указываю, я знаю, утверждаю, тебе 6, тебе 7, сен алтыдасың, сен жетідесің. Не обязательно это группа, например, ребенок не знает, сколько ему лет, вы можете сказать сен алтыдасың, то есть тебе 7, то есть вот таким образом. И если вы хотите задать вопрос, сен алтыдасың ба, например, я выбрала 7 бестесің бе. Почему тут бе, а тут ба? Смотрите, то же самое. Е мягкое, е, значит, тут тоже будет е. Алты, да, сын, тоже а, грубое. Все зависит от корня слова. Сен бестесің бе, сен бестесің бе. Тебе 5, сен алтыдасың ба, тебе 6. То есть орфографически правильно так. Но часто в жизни больше всего используют почему-то ба. Сен бестесің ба, алтыдасың ба. То есть и бестесің ба, и алтыдасың ба. Хотя то есть по грамматике правильно, что если грубые гласные буквы, грубые. Мне кажется, я не то слово применяю, но я думаю, вы понимаете, да, в чем разница между е и о, между и о, между б, е и а. Вот. Должно быть в идеале так, где мягкие по звучанию, там мягкие по звучанию все буквы.
где, то есть грубые по звучанию, там везде грубые. Но в обычной жизни чаще всего бестесімба, так тоже могут сказать. Жетідесімба. Вот. И это будет читаться немного грубо. Но о грамматике, видимо, никто не беспокоится. В общем, поехали. Следующее у нас тут тында, қайтала оқы. Это то, что я рекомендую всем. Тында, слушай, қайтала, повторяй, оқы, читай. То есть слушай, повторяй и читай. Итак, сен нешедесін разобрали. Сколько тебе лет? Сен алтыдасың, тебе 6. Сен жетідесің, тебе 7. Итак, тут у нас диалог. Первый. Әсел, Әлібек нешеде. То есть Асель, эта девочка спрашивает у Асель, как я понимаю, Асель, Әлібек нешеде. Сколько Әлібеку? Нешеде. Сколько ему? Нешеде. И она отвечает, Әлібек сигізде. Просто сигізде. Не обязательно отвечать сигіз жаста. Ему 7 лет. Можно сказать, ему 7. То же самое. Әлібек сигізде. Почему де? Почему е в конце? Потому что сегіз. Тут у нас тут у нас е, все мягкое, значит будет е. Сегізде. И потом она говорит, Анна, у Анны спрашивает, Анна, Саша жетіде, и тут ме, видите? Потому что жетіде, тут все мягкие буквы идут тоже по звучанию. Жетіде ме. Анна отвечает, жоқ, Саша, сегізде. Итак, следующее это у нас үлгі бойынша диалог құрыңдар. Үлгі бойынша диалог құрыңдар, то есть тілдесім. Насколько я поняла, я в прошлых уроках переводила что-то вроде диалога, составьте, нас просят. Итак, үлгі это пример. Еще үлгі по-казахски могут, синоним эти слова. Үлгі, тут написано еще мысал. Это тоже переводится как пример. Итак, тут у нас сам пример. Тут давайте прочитаем. Әлібек, сен нешедесің? Мен жетідемін. Сен алтыдасың ба? Я, мен алтыдамын. Анна алтыда ма? Я, ол алтыда. Вот тут у нас довольно-таки интересный, как сказать, диалог, потому что я знаю, что с этим путаница есть у всех. И давайте это посмотрим. Нешедесің? Сколько тебе? Тут я написала цифры. Знаете, чтобы на будущее, так сказать. 20, 30, 40, 50, 60 и до 100 лет. И больше, я надеюсь, вы доживете. Итак, жиырма дамын. Все грубое. Отыз дамын. Жиырмадамын. Если быстро говорить, то есть как в жизни это звучит. Жиырмадамын. Если по буквам пишется вот так. Жиырмадамын. Говорим жиырмадамын. Как будто жиырмадамын. Как будто после ж сразу е. Жиырмадамын. Мен жиырмадамын. Мен отыздамын. Қырықтамын. Елудемін. Алпыстамын. Жетпістемін. Сексендемін. Тоқсандамын. Жүздемін. Тоқсандамын. Сексендемін. Жетпістемін. Алпыстамын. Елудемін. Қырықтамын. Отыздамын. Жиырмадамын. Как видите, тут е, считается тоже как мягкое. И грубым считается о, которое с черточкой. Также, но с черточкой это о. А без это которое мягкое. Итак, балалардың жасы нешеде? Вот это вот задание. Балалардың жасы нешеде? Балалардың. Почему тут? Как вы понимаете, тут везде а. Да? Везде а. Все грубые по звучанию, значит, тут тоже будет а. Балалардың жасы нешеде? Сколько лет детям? И тут у нас Анна алтыда ма? Вот. Анна алтыда ма? Анне 10 спрашивают. И отвечает я, ол алтыда. Ей 10. Как мы поймем, что ол это она? Потому что в казахском ол это применяется вообще и для мальчика, то есть и для мужского рода, и для женского рода. Вот. То есть только по контексту, по
я не знаю, предложению, которое было до. Так как у нас тут спрашивает Анна алтыдама, ей отвечать да. Ей 6, я ол алтыда. Ол, кто? Ол. То есть км ол, кто? Кто она? Мы же понимаем, что это переводится как она, потому что тут у нас вопрос Анна. Вот, таким образом. Следующее, давайте потренируемся айталым, то есть говорение. Әрқайсысын екі досының атын, жасын және оның нені жақсы көретінін айтыңдар. Например, есте сақта, то есть запомни, менің досымның аты Қанат, ол 6-да. Менің, то есть мой досымның, дос, вот это вот дос, это друг. Аты, то есть имя, Қанат. Моего друга зовут Қанат. Менің досымның. Вот это вот и менің, и досымның. Это все показывает, чей друг. Чей друг? Менің досым. Чье имя? Досымның аты. То есть моего друга зовут. Моего, вы показываете, что это ваш друг. И имя чье, чтобы показать, мы тоже говорим досымның. Досым, мой друг. Менің досым. И оның аты, кімнің аты. Вот. Менің досымның аты Қанат. И тут отвечает ол 6-да. Ол 6-да. Почему да, а? Потому что тут а. И тут а. Все, что грубое по звучанию, имеет и дальше, то есть будет иметь и дальше буквы, которые звучат грубо. Не будет, чтобы мы сказали ол 6 и е. Ол 6-де. Ну, как вы слышите, это не очень корректно звучит. Ол 6-де. А если мы скажем ол 7-да, вообще нет, да? Тут, например, мен 7-дамын. Вот тут 7-дамын. Вообще не будет мен 7-дамын, мен 7-дамын. Правильно будет мен 7-демін. 7-демін. Ол 6-да, ему 6. Ол 6-да, ему 6. На этом очень быстрый, надеюсь, короткий урок для освежения вашей памяти. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях свои пожелания. Всем спасибо за урок.